Асет Исаева – одна из старейших актрис драматического театра, народная артистка Чечено-Ингушской АССР. В середине прошлого века самобытный, яркий талант актрисы завораживал зрителя, заставляя вновь и вновь приходить в театр. Хава – «Золотое озеро», Белила – «Красная крепость», Лайла – «Семья Чабанов», Жанеда – «Свекровь», Смиральдина – «Слуга двух господ». Далеко не полный список ее роли в театре. Многие запомнили ее в роли Маймы из легендарной пьесы Хамидова «Боже Али». Абдулла Хамидов написал эту роль специально для Асет Исаевой. Асет Исаева родилась 5 сентября 1915 года в небольшой по тем временам семье. Их было 4 детей – Асет, Нурсет, Юнус и Юнади. Их отец умер, когда дети были совсем маленькими. А вскоре они лишились и матери. Родственники выдали мать замуж, а детей определили в приют. Спустя несколько лет Асет пошла на курсы кройки и шитья. Затем она поступила в совпартшколу. В 1931-м, узнав о вновь созданной театральной студии, девушка решила стать актрисой. Асет приняли. Директором студии был Саид Бадуев. Здесь она встретила свою судьбу. Юношу звали Мауждин Бадуев. Он был младшим братом Саида Бадуева. Асет было 15, Мауждин на 2 года старше. Когда они решили связать свои судьбы, родственники жениха отказались принять в свою семью артистку. Они поженились вопреки их желанию. По окончании студии Асет и Мауждин вошли в состав Чечено-Ингушского театра. Вскоре у них родились 2 дочери – Тамара и Раиса. Жизнь обрела смысл, работа приносила радость. Еще до выселения Асет и Мауждин были удостоены почетного звания народных артистов Чечено-Ингушской АССР. Депортации 44-го сломали тысячи жизней. В ее жерновах оказались жизни Асет и ее 2 дочерей. Артистов выселяли вместе с театром. В пьесе, написанной Лаврентием Берия, каждый играл свою трагическую роль. Так получилось, что Асет поехала в ссылку с матерью, сестрой и дочерьми. О судьбе Мауждина она ничего не знала, а он в это время находился за 1000 километров со своими родственниками. Асет понимала, что его родные только рады тому, что артистка ушла из жизни Мауждина, и не предпринимала попыток разыскать мужа. Они жили в Узбекистане, в городе Аурахмат. Чтобы прокормить семью с утра до вечера, актриса работала чернорабочей на плавико-шпатовом комбинате. Из Аурахмата женщина перевезла свою семью в Чимкент. Когда заговорили о близком возвращении на Кавказ, Асет получила письмо, из которого узнала, что Мауждин с родственниками находится в Мерке. Она показала письмо девочкам и сказала: «Вы уже взрослые, по нашим обычаям дети должны жить с отцом». Мать и дочери выехали в Мерки к Бадуевым. На семейном совете было принято решение отправить Асет обратно, а девочек, школьниц, определить замуж. Но девочки отстояли свое право жить с мамой. Они не представляли себе жизни без огрубевших от тяжелого труда рук матери, ее ласковой улыбки в уголках уставших глаз. Асет устроилась работать на лесопилку, потом на консервный завод. Дочери учились в школе. Свободное от работы и учебы время 3 женщины строили маленький домик рядом с домом отца. А по ночам Асет плакала, зарывшись лицом в подушку. Она боялась, что у нее отнимут девочек. В 1956 году она получила письмо от Абдуллы Хамидова с приглашением на сборы в Алмату. Асет приехала навстречу. Девочки ждали маму в недостроенном доме. Сияющая от счастья, она приехала с хорошей новостью. Артистам в числе первых разрешили вернуться домой, на Кавказ. Оставив недостроенный дом, женщины в составе ансамбля песни и танца, созданного Хамидовым, вернулись в Грозный. 2 отреза, 2 часов на запястьях дочерей – все их богатство. Асет попросила худрука Александра Халепского взять в ансамбль девочек, а через 2 месяца ее дочери поступили в театральный институт и уехали в Ленинград. Вскоре начал работу Чечено-Ингушский драматический театр. После 13-летней разлуки они снова встретились – театр и Асет Исаева. Актриса с жадностью погрузилась в этот мир. Мир, в котором она познала все – любовь, отчаяние, страх, боль разлуки. Асет словно родилась заново, чтобы жить и умереть на сцене, на которой для нее не было ничего невозможного. Она не подчинялась законам сценического искусства, но подчинила их себе. Когда Асет выходила на сцену, зачарованный зал стоя приветствовал ее. Это было признание. Ею восхищались все, и коллеги, и зрители. Женщина от очага, от свежеиспеченного хлеба. Теплая, светлая, добрая мать. Такой ее запомнили современники. Чтобы заманить зрителей на спектакль, молоденькая кассирша театра нередко говорила, что в спектакле занята Асет Исаева. Даже если актриса и не играла в нем, это имя действовало безотказно.
Мало кто из поклонников ее таланта тогда догадывался, что Асет ютится в своей гримерной, еле сводит концы с концами, откладывая скудную зарплату для своих дочерей-студенток. Роль Жанеты свекрови принесла ей небывалый успех. Такого сцена Чечено-Ингушского драматического театра еще не видела. Асет не играла, она жила на сцене, а этому нельзя научиться. Есть актеры, которым противопоказано театральное образование. Асет Исаева, Альви Дениев из таких актеров. Однажды роль Жанеты дали сыграть другой актрисе. После спектакля она спросила у Асет: «Ты говорила, что устаешь после спектакля, а мне так легко далась эта роль?» Она, улыбнувшись, ответила: «Ты читала текст, а я рвала сердце». В пьесе Саида Чахкиева «Когда гибнут сыновья» Асет играла мать, похоронившую 7 сыновей. В конце спектакля она обращалась к залу с мольбой, с призывом занять место погибших. Зал вставал. Тогдашний первый секретарь КПСС Апряткин приходил поклониться актрисе со всем партаппаратом республики. После этой роли она долго болела, ей было плохо. Ей советовали беречь себя на сцене, но она не умела. Кто мне тогда поверит? Однажды сердце Асет не выдержало. Случился инфаркт. Однако вскоре она снова выходит на сцену. Ведь театр стал для нее семьей в прямом смысле. В «Храбром кикеле» на сцене театра играли Асет Исаева, Мождин Бадуев и их младшая дочь Раиса Гичаева. Асет и Мождин по-прежнему жили врозь. Знаменитая маме беззубая улыбка, грим – это находка Асет. Божали ставили во многих театрах соседних республик. «Наша маме лучшая», — говорил Хамидов, а зритель задыхался от смеха. В 1971-м Асет Исаевой предложили уйти на пенсию. 4 марта в театре был выездной спектакль «Божали». Когда Асет пришла в театр, ей сказали, что на время оформления пенсии она отправлена в отпуск, а ее роль будет играть другая актриса. В тот вечер у Асет случился второй инфаркт. 5 марта ее не стало. Ей было 55.